Продолжаем эфир телеканала новостями и коротко к этому часу. Правительство выделит почти 8 миллиардов рублей на поддержку бизнеса. Их пустят на оплату процентов по льготным кредитам. Когда приведут в порядок дом и куда уходят деньги, наш корреспондент выясняла, по каким критериям отбор домов на капремонт. Михаил Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах. Глава Минздрава отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции в России продолжается, несмотря на снижение числа заболевших. Для защиты жизни и здоровья граждан в субъектах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия, сказал он на селекторном совещании с регионами. Правительство выделит почти 8 миллиардов рублей на программу поддержки бизнеса в 2021 году. Их направят на льготное кредитование наиболее пострадавших отраслей экономики в 2.0. В сообщении говорится, что благодаря этой поддержке предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке 3%. Причем в течение первых 6 месяцев можно будет не платить ни проценты, ни основную сумму долга. К наиболее пострадавшим в том числе относятся компании из сфер общественного питания, культуры, спорта, развлечений. Потенциально такой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей. Глава Якутии Асан Николаев провел рабочую встречу с руководителем управления Федеральной налоговой службы региона Аленой Федоровой. Она сообщила, что по итогам прошлого года налоговые поступления в целом по республике составили 220 миллиардов рублей. Госбюджет исполнен на 106%. Отмечено, что имеется перевыполнение бюджетных параметров по налогу на имущество за счет поступлений от «Газпрома» в сумме 8 миллиардов рублей. В текущем году предстоит большая работа по взаимодействию с Росреестром и органами местного самоуправления по внесению в ЕГРН ранее учтенных объектов. 11-классники, планирующие сдавать единый государственный экзамен в этом году, смогут изменить или дополнить перечень выбранных для сдачи предметов. Для этого нужно подать заявление не позже, чем за 2 недели до начала экзамена. Об этом сообщается на сайте Рособорнадзора. Заявление подается в Государственную экзаменационную комиссию. Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году начнется с экзаменов по географии, литературе и химии 31 мая. Когда отремонтируют дом и куда уходят деньги? Эти вопросы возникают у людей с момента создания фонда капитального ремонта. О том, когда старые КПДшки и блочки приобретают право на замену изношенных конструкций, узнавала Алена Игнатенко. В Якутии фондом капремонта объявлены аукционы на выполнение работ в 129 домах, из которых по 59 домам уже заключены договоры. Проведение аукционов продолжается. Это говорит о том, что количество отремонтированных домов будет расти. Вот, к примеру, дом по улице Ленина в Якутске был построен в 1981 году. Капитальный ремонт за все годы эксплуатации дома не проводился. Надо ли говорить, насколько изношены в настоящее время конструктивы советской постройки? Кровля, фундамент, инженерные сети должны быть заменены на новые. Общая сумма капитального ремонта составила почти 18 миллионов рублей, из которых 10 миллионов средства государственного бюджета, около 7 миллионов заимствованных средств, а почти 850 тысяч рублей – исправно вносимые взносы собственников. Сезонность работ по капитальному ремонту обусловлена погодой. Тем временем отбор подрядных организаций – процедура регулярная. Далеко не каждая строительная компания может быть допущена к жилому фонду республики. Несмотря на сложности отбора, работы по ремонту должны проводиться точно в срок. Заявки на право включения в реестр подрядных организаций Министерство ЖКХ принимает до 26 февраля текущего года. Среди представителей подрядчиков случайных лиц быть не должно. Работы с кровлей и инженерной сетью требуют соответствующей квалификации, и ответственность исполнителя очень высока. Мы стараемся брать квалифицированных сотрудников, но также и растим своих сотрудников, потому что мы берем и высотные работы, то есть, соответственно, если приходит человек с опытом работы, но без допусков, мы стараемся сразу обучить его, чтобы он прошел, получил необходимые документы. Это сейчас несложно, есть и дистанционное, и очное, и заочное обучение. И, соответственно, конечно, мы стараемся брать именно такой персонал. Пандемия внесла свои коррективы в работу подрядчиков, но они уверяют, все, что не успели в прошлом году, сделают в текущем. Работы можно выполнить было независимо от ковида, пандемии. Мы их выполняли, которые невозможно было. Это у нас не было допуска в квартиры или очень сложно было попасть.
По этой причине в основном только приносились эти работы на следующий год. Дожидаться ремонта годами или перейти на спецсчет – решение исключительно Совета собственников жилья. Между тем, региональная программа утверждена указом главы, и повлиять на изменение сроков ремонта практически невозможно. Алена Игнатенко, Владимир Павлов, Дюлустан, Иннокентьев, Якутск. Городская администрация Ленска продолжает решать вопрос уличного освещения. Несмотря на финансовые трудности из-за пандемии, оно появилось на 3 отдаленных улицах – Интернациональная, Объездная и Центральная. Как и планировалось, подключили освещение на набережной. Предварительно проведена полная реконструкция электросетей. Всего за 8 лет было освещено 80 городских улиц. Ну вот на сегодняшний день у нас в городе Ленске 159 улиц и переулков. Из них на сегодняшний день освещено порядка 80 улиц. То есть, процентовка, наверное, достаточно большая. Мы прикидывали, это где-то 62,8%. То есть это достаточно большой процент, но при этом при всем есть понимание того, что останавливаться на этом нельзя. И надо освещать сегодня в большей степени частный сектор, потому что очень много жалоб. Ну, понятно, да, что мы сначала стали освещать все центральные улицы для того, чтобы закрыть, скажем, потребности максимального количества людей. К интернету планируют подключить весь частный сектор Якутска. Во время отчета правительства Якутии перед населением министр инноваций Анатолий Семенов отметил, что такая задача поставлена до конца 2022 года. Провайдеры неохотно идут в частный сектор. Проще подключить многоквартирный жилой дом ввиду минимальных затрат и охвата максимального количества пользователей. Но с Ростелекомом есть договоренность, что начнут подключать частные дома, строя внутрипоселковые оптические линии по технологии GPON. В прошлом году подключено около 2500 частных домов. Министр также подчеркнул, что единственным пригородом, где весь частный сектор подключен к интернету, является Маган. В этом году начнется активное подключение домов в Мархе и продолжится работа по другим пригородам. В Якутске торжественно открыли Центр серебряного волонтерства, который посвящен 60-летию первого в мире полета человека в космическое пространство. Сюжет Виктории Федоровой. Цель создания центра – это поддержка пожилых людей с активной жизненной позицией. Сегодня серебряные волонтеры Якутии тесно сотрудничают с органами власти, активно принимают участие в социально-культурной жизни региона. Всего в Ассоциацию ветеранов Якутии входит 30 общественных объединений. С 25 улусов объединили общественные движения, общественные объединения и работаем все сообща по девизом нашим является единение. Так, во многих улусах есть объединения, которые бесплатно работают по многим направлениям. Это помощь малоимущим, социально незащищенным слоям населения, преемственность поколений и благотворительность. Открыли такое прекрасное здание ресурсного центра имени Юрия Гагарина. Мы сюда ходим на разные кружки, где-то порядка 10 кружков мы посещаем. Очень радостно нас встречают. Действительно, отныне обмениваться опытом, объединять добровольческие ресурсы волонтеры-пенсионеры могут у себя в центре. 25 лет Галина Чувала на общественных началах. Сегодня она руководитель клуба ветеранов «Сударушка» поселка Жатай. И вот клуб «Сударушка» проводит в Доме культуры. Значит, нам представляют помещение, у нас есть свой диджей, поэтому люди с удовольствием приходят на наши встречи. Галина Иннокентьевна уверена, полезное времяпровождение и общение продлевает жизнь. 5 лет приходил на наше заседание клуба, ни один не заболел ни Альцгеймера болезнью, ни какими-то другими этими старческими болезнями. Все в здравии, при хорошей памяти. Поэтому я хочу сказать, что общение очень важно для людей пожилого возраста. Уже с завтрашнего дня в центре начнутся образовательные программы для пожилых людей. Это и основы кройки шитья, мастер-классы по танцам, обучение основам компьютерной грамотности и техники рисования. Виктория Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Также в столице продолжается чемпионат региона по северному многоборью. Напомним, он продлится до 28 февраля. Об успехах спортсменов Алексей Лукьяненко.
Чемпионату Якутии по северному многоборью неспроста присвоено имя Константина Туприна, ведь его всегда отличали глубокое и искреннее уважение к своим ученикам, вера в природные задатки и дарование своих воспитанников, которым генетически присуща особая физическая закалка, ловкость и выносливость в экстремальных условиях севера. Именно эти качества Константин Николаевич развивал в своих учениках системно. Например, один из участников состязаний уверен, что главное в победе не физические данные спортсмена, а сила духа. В тренировках самое главное в победе — это не физика, не какое-то телосложение, не какой-то там, а психология, сила духа. Самое это важное. Когда у тебя ноги отстоят, по идее, ты можешь бежать. У тебя ноги не ломаются, ты можешь бежать. Легкие не взрываются, тоже можешь бежать. В общем, вообще в Северном многоборье играет роль психология, самое главное. Я готовился к этому всего лишь год, но я занимался много чем видами спорта, искал себя. И потом я перешел на Северное многоборье, где он казался мне трудным и очень интересно познавательным спортом. Чемпионат носит лично командный характер и проводится по утвержденным правилам Федерации Северного многоборья Российской Федерации. В этом году в состязаниях участвует 21 команда, в которых за звание чемпионов поборется более 100 участников. Это ветераны от 35 лет и старше, мужчины, женщины, юноши и девушки. Несмотря на то, что я занимаюсь очень маленькое количество лет, в отличие от других участников, скажу, что уровень соревнований, уровень подготовки спортсменов за эти 5 лет очень сильно вырос. Сейчас идет отбор на чемпионат России по северному многоборью. Ну и, как уже все знают, я думаю, этим летом у нас игры Манчары, которые проходят раз в 4 года по национальным видам спорта. И, конечно же, я буду принимать участие и надеюсь выиграть. 26 февраля у нас здесь в Зеленом Луге будет проходить метание аркана на хорей с 9 часов утра. И послезавтра то же самое в Зеленом Луге будет метание топора на дальность. А в самом последнем прыжке через нарты будет спортивный комплекс «Дюша» номер 1. По итогам чемпионата победители и призеры по видам многоборья будут награждены медалями и грамотами, а команда-победитель – кубком чемпионата. Также по итогам соревнований будут определены сильнейшие спортсмены, которые представят нашу республику на чемпионате и первенстве страны. Но перед этим северным спортсменам предстоит пройти еще 3 дня тяжелейших испытаний. Алексей Лукьяненко, Павел Пахомов, Якутск. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, держать социальную дистанцию. Также еще больше актуальной информации вы найдете на сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. До встречи в эфире.